Ахчебыж хыркшоп усанакха, хаспорт хтыскwe, хажвепшкwe шырдыра хирам топ абзира шымазе телехопшцам, шараша хопшойт. Исым чебжаты адыра транспорта дуней сарауи ямепкой Хасида Сагарьевхам. Артам шкорзым ахуем япысует шахмат турнир. Ахучкор бжарейпш аду чархангем. Уэшим япысуату хазейталвит корреспондент Адица Сагарьевхам. Москва юна концерт залачо. Ейза запсатги лахчим шахатыразым. Ейчказ жларбжератпя шахмат турнир артра. Рыдыйну хелыта юна хайхабы Александр Бекуам. Дорогие друзья, уважаемые любители шахмат, я рад приветствовать вас на третьем командном шахматном турнире, который традиционно проходит в рамках празднования Дня защитника Отечества. В этом году мы расширили свою географию, представлены на турнире команды со всех городов и районов, администрации городов и районов республики. Более того, вчера, накануне, также в рамках празднования Дня защитника Отечества состоялся детский шахматный турнир. Приехали дети со всех районов Абхазии, показали достойную игру. И было очень приятно наблюдать, что в республике такое количество молодежи, детишек, увлекающихся этой прекрасной игрой. И в этом смысле должен заметить, что у вас растет достойная смена. Позвольте от лица министра обороны поприветствовать всех участников данного турнира и поздравить с наступающим Днем защитника Отечества. Этот праздник олицетворяет для многих поколений защитников Отечества любовь и преданность своей Родине. 23 февраля – это особая дата для всех, кто отслужил в рядах советской армии, для всех, кто прошел войну, кто сейчас стоит на страже своей Родины. А команда шахмат турнира рхала друхтханиви вяю капсны урстулы русбартаку рустуича нейзагны вяюба команда. Ария спорт прислабра адаги хабипара корей мадара архураза шачабзиоп. Поздравляю вас с наступающим Днем защитника Отечества. Для нас это очень близкий, родной праздник. Тем более, что в этом году это совпадает с 80-летием победы в Великой Отечественной войне. Первый турнир очень трудно было собрать, но сейчас каждым годом все легче и легче, потому что уже сформировались команды, уже сформировалось ядро. Более 600 детей по всей Абхазии ежедневно занимаются шахматами в секциях. И они все пополнят ряды профессионалов, ряды предприятий и организаций. Я хочу выразить большую благодарность Дому Москвы за такой прекрасный турнир, который они проводят ежегодно. А шахматас из шахач харагуарылоп, дарей рылшут яйпмыргадзаку ахмара, нубриян харагуала газара хачита нагдом. Первый раз участвую здесь, очень рад этому. Вот. Такие мероприятия, конечно, очень нужны, полезны во всех отношениях. Ну, шахматы – это такая, знаете, древняя игра, вот, которая до сих пор, до наших времен дошла, и играют, и молодежь играет, и взрослые играют. Нужно проводить такие мероприятия. Еще посвящен Дню защитника Отечества, поэтому вдвойне приятно. Ария слабраджом не пуапхара квахзеты хвитазбюхада Альберт Карипетян. Мы играем дисциплина рапид, быстрые шахматы, это у нас называется. Командное соревнование учитывает игру, как сказать, стенка на стенку, да. Значит, по трое человек в каждой команде, и, допустим, если команда выигрывает 2-1, то команда считается победителем этой игры. И так 7 партий надо будет каждой команде сыграть. Очень большое количество игроков сегодня присутствует в том плане, что популярность растет, и все организации и министерства своей команды заявили, и сегодня они здесь находятся на этом турнире. А турнир яла хозырахтап хёхтцпкуаныз кла захрачакой медалькой ахатртшкой ранашан. Адица Сагарьевхам налачхиндирипха ахрамичба хапсуатилев хапшра.
Ҳазто амчи бижаза ҳим шира ҳазгӯйтоит Аԥсны-Напылымпыла Федерация хада Аԥснытәи еизго акоманда ахәмариҩы арҵаҩы Ара финанс економикатә академиа аушьҭымҭа Ҳаслан Ҭырқьба. Аԥсны аспорт азҟаза инапы злаку рацәоуп, зегьы ҭак ԥхықәрала дрызнеиуеит. Аспорт аҿы ирацәоуп иааԥсарақәеи еихьӡарақәеи. Анаҩстәи ҳанҵамҭа изаҳкуеит иара. Зыхьӡи зыжәлеи еидкылан ирҳәо, иуаҩы аамсҭашәа намысли патули иаӡо аԥсуа спортсмен Ҳаслан Ҭырқьба имш иара азгәеиҭоит жәабранымза ҩажәиҩба рзы. Иара ҩажәихәба шықәса ҵуеит анапылымпыл дазааԥсоижьҭеи. Уи аспортхгьы афедерациа напхгара азиуеит. Ҳаслан Ҭырқьба иахьатәи аамҭазы Аԥсны еизго акоманда ахьӡала дықәгылоит, ажәылаҩ ипозициа aanikылоит. Ҳаслан еихьӡарақәа рзы данқәыԥшыз Аԥсны аспорт азҟазаҳәа ахьӡ ихҵан. В 5 классе у нас классная была по физкультуре. Она была тоже чемпионка СССР по легкой атлетике, Наида Ардашевна. И она говорила, вот, вы должны пойти на волейбол. Ну, классно по физкультуре, постоянно она же на спорт нас всех тянула. И вот первый я от нее услышал, Роберт Артемович Делинян. Вот сейчас придет Роберт, будет скоро тренировки у нас, во второй школе я учился. И вот с 5 класса я попал на тренировку к Делинян. Очень понравилось. 1999 год, потому что я помню, уже были первые грамоты за школу, мы играли. Ну, в то время, когда мы только волейболом начали играть, мы же как-то то на замене, то второстепенные. А немножко попозже, уже к 10 классу, был такой переходный период, когда уже на себя ответственность пришлось брать. Да, старшие все выпустились. И вот этот момент уже тоже запоминается, когда мы на себя ответственность начали брать, играть за школу, за город. Это сегодня мы можем позволить себе ездить и по России, и в другие страны. Но раньше выезд в Гудауту, в Гагру, это для нас большая радость была. Ехали на электричке, без окон, брали с собой еду с дома. Условия были совсем другие. Благодаря моей классной по физкультуре, в моем классе были 3 мастера спорта по волейболу. Вот немного попозже они все получили. Это заслуженно, потому что не раз выигрывали чемпионат Абхазии, не раз выигрывали школьные соревнования. Волейбол был немножечко другой, немного и правила были другие, но дух, общая игра, настрой, да, там в защите игра, в нападении ни кое-как не отставал от сегодняшнего волейбола. Хотя мы движемся вперед, видим новые разные, да, методики игры, тренировки, но тот волейбол не уступал даже этому волейболу. Игроки наши, мои старшие, по крайней мере, в то время, это как Зурик Маргия, все знают волейболисты, Леха Корчава, Тимур Гуня. Мы им подражали, мы хотели играть как они. В то время они были лучшие. Иахьа анапылымпылтә командақәа ирымоуп алшара Аԥсны анҭыҵ ақәгыларазы. Аибашьра ашьҭахьтәи ашықәсқәа рзы ус еиԥш иҟаз алшара ыҟамызт. Аҩнуҵаҟатәи атурнирқәеи, ачемпионатқәеи, аҩазаратәи еиԥыларақәеи ракәын еиҿыркаауаз. Аха уигьы мҩаԥысуан азҿлымҳара аманы. Аинтерес рзацын акомандақәа. Уаҟа акәын иахьрызҳауаз уажәы аҳәаанырцә ихәмаруа анапылымпыл асыҩцәа. Команд было много. Команды были даже не те, которые сегодня есть. В городах сегодня есть команда, а тогда не было. Тогда была Гудаута, сильная команда. Сейчас пока мальчиков Гудаута нет. Ну, Ачандара есть, мы знаем. Самое, что напомню, вспоминается, да, это наши игры. Мы всегда с Сухумом хотели, мечтали выиграть Ачандару и Гудауту. Бывало, сильно настраивались на Ачандару, проигрывали Гудауте. Гудауту выиграли, Ачандары проигрывали. Всегда в финальных играх вот эти команды встречались. Почему-то на памяти всегда вспоминается гудаутский матч, когда, вот, как я сказал, мы очень сильно настроились на Ачандару, потому что мы знаем, Ачандар – это село волейбольное. Там волейбол, я так считаю, что превыше всего. И мы очень сильно настроились на Ачандару. Гудаута оказалась послабее в тот момент, по крайней мере, что я вспоминаю. Ачандары мы проигрывали 2-0. Как обычно это бывало раньше, и сейчас также бывает. 2-0 проигрывая, 3-2 мы выиграли. Какой год, не могу сказать. Уже на радостях, играем против Гудауты, немного, наверное, расслабились. И Гудауте мы проиграли. Вот такие матчи у нас бывали. Это очень интересно, это захватывающие игры были.
Акыршык Хусейни Панкылан Апснана Пылымпылы Федерация Хадас Даман Батал Тапагуа. Аслан Тырги Башколданалга уи хаты поисталар хуэйт. Юнис кезевши кусазы Аслан Хана Пылымпылы Федерации Хабас Дартойт. Я всегда играл в нападении. Раньше у нас, амплуа есть, несколько есть амплуа, но в нападении я играл. Я был ростом для абхазского волейбола очень даже хорош. Да, для абхазского волейбола. Для российского я низкий, это 1,90 м, для российского волейбола это не рост, но для абхазского у меня все получалось в нападении. Но это... Говорят, все зависит от нападающего, да? Все зависит от нападающего, это не совсем правильно. Чтобы до нападающего мяч дошел, нужно его принять в связующего. Связующий должен дать пас тому, где не будет блока. Тогда только нападающему остается забить. Но если был плохой прием, плохой пас, нападающий ничего не сможет сделать. Аслан язгуйтуид анапылымпыл схаткуа мацамара квазсу спорт хкупхам тараqa яхарал шойт зоурыqu уйдас қазупхам. Аха иqob дашаггы из техника бзияны языqazu аспортсмен. Наске ихаду хакакуны ялыркауит ахшив. Тренировка это одно, но я всегда все, что добивался, да, в волейболе, там, прыжок нужен высокий, я дома всегда тренировался. Дома отдельно, индивидуально качал ноги, руки, я делал. Только поэтому у меня был результат. Есть люди талантливые, да, а есть люди, которые должны этим... А рост имеет значение? Рост, конечно, имеет значение в волейболе. Но сейчас, если про рост говорить, говорят, вот Япония играет, ростом невысокий, а такую шикарную игру показывают и выигрывают высоких, огромные команды высокие. Да? Ну, это уже... С чем связано? Это связано с техникой, с быстротой. Сейчас волейбол тоже делится на несколько уже видов. Есть, где рослые ребята выигрывают силой, бьют. А есть такие команды, где нужно уже больше включить умения, знания, какие-то комбинации, обмануть как-то. Скорость важна, на сегодняшний день важна скорость. В нашей абхазской волейбольной команде, так как рослых ребят немного, мы должны выигрывать больше умом, чем мощью и ростом брать. Мы должны обыграть скоростью. Волейбол умом – это означает связка, да, которая дает пас, который связывает. Не просто так связка называется, он связывает игроков, он связывает от принимающего игрока нападение. Он делает так, чтобы блока не было. Что такое блок? Это когда соперники накрывают, закрывают полностью площадку соперников. Тебе бить некуда. А здесь должен сыграть ум связующего. Он должен посмотреть на сторону соперника, успеть посмотреть, где, может быть, ниже игрок стоит, и дать пас туда, где его не ждет соперник. Есть много комбинаций. Комбинацию нужно изучить, проработать много раз и использовать ее в разных обстановках, чтобы обойти блок, чтобы забить, выиграть. Чтобы стать одаренным, нужно очень много тренироваться. В итоге мы все равно возвращаемся, что тренер – это самое главное. Тренеру на сегодняшний день нужно уделить огромное внимание со стороны государства, чтобы он мог заниматься только волейболом, чтобы он мог проводить в день несколько тренировок. А как мы знаем… Сборы, конечно, очень Сборы, важны. да, как мы знаем, на сегодняшний день немного времени, может, уделялось спорту, но благодаря руководству сегодняшнему, я скажу, что, по крайней мере, в волейбол вложено много средств и много возможностей мы уже имеем. Благодаря финансовой поддержке государства, Госкомспорта мы участвуем на чемпионате России. Иахьа Аслан Тырк бэнапхкаразиту анапылымпыла Федерация Кучияра Лауса Уэйд, Апснанапылымпыл Ачияри Хаус Мебгаткоричкари Ухаракны и Мачимква Аусураква Мепигойд. Федерации задач немало, но в основное организация матчей чемпионата Абхазии, проведение Кубка Абхазии. Потом самое главное направление повышения квалификации тренеров, да, повышение квалификации судей. Без судей не состоится игра. У нас, я напомню, федерация вместе с Госкомспортом, мы ездили на встречу Всероссийской Федерации волейбола, встречались с руководством волейбола России, подписали меморандум о сотрудничестве. После этого уже в ближайшее время организовали семинары, приезжали серьезные мастера, да, тренера, судьи,
Российской Федерации, приезжал Зинович, который судил 2 олимпийских финала в Токио, приезжал тренер сборной России по девочкам, проводились семинары, уже какой-то опыт мы от них приобрели, и в дальнейшем мы должны продвигаться в этом же направлении. Самое главное на сегодняшний день – это повысить квалификацию тренеров. Вот самая основная задача. Дара ирыцҳароуп ҳтәылаҿ аҭыԥқәак рҟны ҳанапылампыл ҳасекциақәа аус ахьырымуа. Уаанӡа жәакомандак инархыҳәҳәаны иҳамазҭгьы иахьа ачемпионатқәа рҟны хәба-фба рҟынӡа инаӡоит. У нас не хватает тренеров, не хватает. Не говоря уже о профессиональных тренеров, а не хватает тренеров в городах некоторых. В городах, не говоря уже о селах и районах, в некоторых городах не хватает, нету секции волейбола. В этом направлении мы работаем. В Афоне нет волейбола, в Тхуарчале есть девочки, мальчиков нет. В Агудзере на сегодняшний день на чемпионате Абхазии играют девочки, мальчиков нет. В Гудауте недавно, буквально год назад, появилась секция волейбола по мальчикам, именно в Гудауте. Да? В Ачандарах всегда была команда девочек. Сейчас нет, к сожалению. Это те города, которые дали направление волейболу. В то время там развивался волейбол, а сегодня их нет. Причина? Есть залы, например, детей нет. Может быть, причина глобальная. Наверное, Нет пропаганды. нет, пропаганда есть. Мне кажется, недолжное внимание тренерам. Ну, все люди, все хотят жить, кормить семью, работать только в спорте. И сложно. Маленькая заработная плата, если это можно говорить, это первое, что необходимо сделать, чтобы в каких-то городах поднимался волейбол. Тренировать, учить, воспитывать детей не так легко. И люди выбирают другие направления, чем заниматься спортом. Да, у нас есть Абхазский государственный университет, где есть физкультурное направление, факультет. Выпускают ребят, они могут заниматься тренерством, но каждый занимается каким-то своим делом, выгодным, наверное, для себя. Анапылампыл асыҩцәа акыр шықәса иззыԥшыз рыгәҭакы нагӡахеит. Иахьа Аԥснытәи еизго акоманда Урыстәыла ачемпионат иреиҳау алига Б аҟны ихәмаруеит. Ари ҳаспортсменцәа рзы крызҵазкуа хҭысуп иреиҳау Жәларбжьаратәи арена аҟны Аԥсны аӡыргара. В прошлом году я был в заявке волейбольной, и мне предоставилась такая возможность играть в чемпионате России, представлять свою страну. Мы играли в Гудауте, у нас была трансляция красивая, был комментатор. Вот эта мечта, даже не только моя, эта мечта всей Абхазии сбылась, играть на такой большой арене. Это сборная Абхазии, на сегодняшний день называется волейбольный клуб Апсны. И этот волейбольный клуб сегодня уже находится в Воронеже, и сегодня уже эти 3-4 дня будут играть, представлять нашу страну, играть против Грозного и против Воронежа. Это все связано с подписанием между Федерациями России и Абхазии меморандума. После этого подписания Российская Федерация готовы нам помогать всеми возможными средствами. Мы попросили у них мячи, чтобы участвовать в чемпионате России. Нам нужны белые современные российские мячи, российского производства. Они нам помогли, они нам дали возможность выступать. Немного закрыли глаза на то, что, может быть, наш спортзал гудаутский не соответствует требованиям чемпионату России. Где-то что-то немного не хватает. Но на это все они нам помогают. Чемпионат России начинается где-то в октябре, заканчивается в апреле месяце. У нас сейчас седьмой тур. Шансы у нас, по крайней мере, желание было попасть в четверку, но немного не дотянули. Мы на 6-м месте. Благодаря нашему руководству по спорту мы играем в чемпионате России. У нас возможности есть участвовать. Нам помогают несколько ребят, легионеры. Но в основном в этом году команда наша состоит из наших ребят. И команды из Сухум, Ачамчиры, Пицунды, Чандарские ребята помогают нашей команде играть в этом турнире, в этом чемпионате. Аслан, если мы войдем в тройку, лидеров? В четверку можно войти. Какие у нас потом если мы попали бы в четверку, уже на сегодняшний день осталось 3 тура, уже это невозможно. Но если мы попали бы в четверку, у нас была бы возможность
выйти в высшую лигу А. Это высшую степень уже, выше можно подняться. Да, это для нас дорога открыта, лишь бы мы справились с этим делом. Вот те, которые на первом месте, они попадут в лигу А. Но еще выше лиги А есть Суперлига России. Это суперлига, да, где играют самые известные игроки России. Не только России, и вообще Европы и мира. Возможность теоретически есть. У нас дорога открыта, но практически это сделать невозможно. Во-первых, там нужны огромные средства. Наша задача хорошо выступить в нашей лиге Б. Если будет возможность когда-нибудь, мы, чтобы вышли в лигу А. У нас, я думаю, возможность будет в этом направлении. Ведется работа. У нас есть молодые игроки, которые постепенно включаются в нашу команду. Этот чемпионат России способствует тому, что молодые игроки тоже хотят играть в нашей команде. Также показать себя уже на другой арене. Ну, мы видим, у нас сегодня проходит чемпионат Абхазии. Вот наблюдаем, выбираем игроков, которые себя хорошо показывают в своих командах. Мы их забираем в свою команду, они проходят тренировки с нами. Когда тренируешься с более сильными игроками, и игрок быстро уже становится опытнее, набирается опыта, ему приходится играть сильнее. Аслан Тыргба иазгәеиҭоит анапылымпылаз ахацәа ркоманда аизҳарашаны ԥшуа ҳтәылаҿы аҭыԥ ҳацәагьы шаҵамхо иҳәеит. Мужской волейбол, он развит тем, что мужская команда играет в чемпионате России. Есть больше возможностей в этом направлении. У нас ребята учатся в Российской Федерации, играют за свои команды там, и здесь за Абхазию нам тоже помогают. Но женский волейбол, может быть, командная игра у женского волейбола меньше развита, чем мужская, но есть и индивидуальные игроки у девочек, которые имеют больше достижений, чем наши ребята. Есть Лаура Симония, Мила Бганба, которые играют за Россию, играют в высшей лиге А, играли. Лаура Симония играла в Европе. Это тоже достижение. Так совсем нельзя говорить, сравнивать тоже не получается, но на сегодняшний день, если мы сможем на следующий год подготовить и женскую команду, вот тогда уверенно можем сказать, что обе, и мужская, и женская команда идут одинаково. Именно волейбол говорить, может быть, неправильно. Главное, чтобы дети занимались спортом. Но, конечно, больше упор делаю на волейбол. Также и наши тренера ходят по школам, говорят, смотрят. Самое немаловажное еще увидеть их родителей. Если родители высокие, а спорт в волейболе, рост в волейболе немаловажно. Мы должны смотреть на родителей, как делал наш тренер Роберт Артемович. Он, когда увидел моего отца, понял, что значит и я буду высоким, и сделал так, чтобы до сегодняшнего дня я остался в волейболе. Волейбол – такой спорт, что совсем маленький возраст не подходит, но 5 класс, 6 класс – такое самое хорошее время для детей, когда они уже понимают. Иҳамҳәар залшом иахьа анапылымпыл аҿиара иазааԥсо рыӡбахә хаҭала рџьабаадууп аибашьра анеилга инаркны иахьа уажәраанӡа анапылымпыл атрадициақәа ихаҳауа иаазго азыҟаҵаҩцәа. Если говорить о тех людях, которые волейбол начали поднимают в нашей стране, это Олег Константинович Лакарба, который женский волейбол, была в Сухуме отличная команда, и есть, продолжает тренировать Рузана Никулина. Волейбол в других городах, это Руслан Царгуш, Гудоутский волейбол, девочек, да, Арамян Александр Александрович, Пицунский волейбол. Благодаря этим тренерам держится у нас, все-таки состоит наша сборная, благодаря из их учеников. Фридон Лазба, мы не можем не вспоминать таких игроков. Если вспоминать волейбол, то время, да, лет 20 назад, Батал Иванович Топагуа также помогал и помогает до сих пор развитию волейбола. Конечно, международные соревнования есть, посвященные тренерам нашему Роберту Артемовичу, есть международные соревнования Аргун Лёсику посвящены, которые команда сборная и девочек, и мальчиков выезжает в Российскую Федерацию и в другие города, бывает, выезжают, представляют нашу республику. Это также немаловажно. Это также проводится и в Сухуме турнир, посвященный первому президенту Федерации волейбола. Много и международных, и республиканских соревнований. Чемпионат Абхазии проводится, Кубок Абхазии проводится. Это все немаловажно, чтобы продвигался наш волейбол, чтобы дети и родители видели, что такое волейбол.
Аслан Тыргьба далгеит Урыстәыла Иарославль ақалақь аҟны Арра финанс-економикатә академиа. Аус иуеит Аԥсны атәыла ахьчара министр аҟны изанааҭ. Иреиҳау арратә маҵзура ахырхарҭала аҵараиурҭа дзылгаз инаҭоит алшара ашколқәа рҟны аҵаҩцәа арратә маҭәарқәа рхыжьразы. Иахьа Аслан Тыргьба аус иуеит Баграт Уасил-иԥа иахьаӡызху актәи абжьаратә школ аҟны рҵаҩыс. Равнение на середину. Товарищ подполковник, 5-й взвод к допризывной подготовке гражданской обороны в количестве 15 человек приступить готов. Командир взвода Хадиков. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ подполковник! Вольно? Вольно. Ажәабатәи акласс ҳалагеижьҭеи ари амаҭәар даараӡа аинтересациаҵаны иҳаиҭеит ҳарҵаҩы Аслан Владимир-иԥа. Ари аурокқәа рҿы ҳара ҳахысуеит еиуеиԥшым ашәақь акышьа, уи арыцқьашьа, ахархәашьа, уҳәа еиуеиԥшым адыррақәа ҳаиҭоит ҳарҵаҩы. Уи адагьы ҳаурокқәа рҿы зны-зынла иаҳԥыхьашәоит Аԥсны аҭоурых иадҳәалоу адеталькәа, моментқәа, урҭгьы рҵара абри амаҭәар еиҳа аинтересаҵаны иаҳнаҭоит. Уи адагьы ҳара ҳаурокқәа рҿы Аслан Владимир-иԥа дааижьҭеи ҳакласс аҿы дисциплина даараӡа иҳаракхеит. Уи ҳаҵкылыԥшуеит есымша, абри ҳакласс ацқьара, ҳара ҳҽеилаҳәашьа, убри зегьы даараӡа ибзианы ҳаҵкылыԥшуеит, ҳарҵаҩцәагьы зегьы убри гәарҭахьеит. Аслан Владимир-иԥа ҳаурокқәа зегьы даараӡа аинтересациаҵаны иаҳзааигоит, убри азыҳәан аӡӷабцәеи аҷкәынцәеи еицырзеиԥшны даараӡа бзиа ирбоит ари амаҭәар. Избан акәзар, ари амаҭәар аҷкәынцәа рымацара рзыҳәан акәӡам, ҳаргьы аӡӷабцәа даараӡа иаҳгәаԥхоит, абри ашәақь акышьа, уи аилыргашьа, убри зегьы даараӡа иаҳгәаԥхеит ҳаз зегьы. Уи адагьы иара иаҳирҵеит иашаны агылашьа, аныҟәашьа, абри Аԥсны ахьчара азыҳәан иаҳҭаху зегьы-зегь. Убас машәырк ҟаланы Аԥснак ҟалар, иҟало ҳаз зегьы ҳаԥсны ахьчара азыҳәан ҳгыларатәы абас адырра ҳаиҭоит ҳарҵаҩы. Преподаю предмет, дисциплину допризывная подготовка гражданская оборона. Какой-то опыт имеется в этом направлении, детей готовим к допризыву, прививаем чувство патриотизма к родине. Это благодаря руководству Министерства обороны дали возможность заниматься этим любимым делом, преподавать, рассказывать детям, учить хорошему делу, не только военному делу, а вообще истории Абхазии, рассказывать о войне. Это многое значит для детей, это они должны знать. Аслан Тыргьба ҭаацәароуп, ҩыџьа ахшара драбуп, дара спортсменцәоуп, аԥхьа иара изы ихәыҷқәа уааны ршьапы иқәыргыланы, рыԥсадгьыл иаԥсаны иҟаларц иҭахуп. Анаҩс Аԥсны анапылампыл ҳактуалра аиуа, иреиҳау даҽа ҩаӡарак ахьиасуа иҟаларц игәы азыҳәоит. Акыр иаԥсоу ателехәаԥшцәа, аспорт абзиабаҩцәа, абарҭ ажәабжьқәа рыла ишьақәгылан иахьатәи ҳапрограмма. Шәареи сареи ҳаибабоит иааиуа хәаша. Абзиараз.